إلى يوم الدين. Allahu subhanahu wa ta'alaga bizning to'y-to'ylardan chiqqan hamd sanalar ham maqtovlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bizning to'y-to'ylardan chiqqan salotlar ham salomlar bo'lsin. Onun ortidan yurgan boshqa sahobalarga Alloh taolaning rizoligi bo'lsin. Allah ortidan yurib islom dini bo'yicha yashagan Alloh taolaning rizoligiga erishgan degan boshqa musulmon bandalarga Alloh taolo yordam bersin. Allah Teala özünün Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki selam bilen selam diyeyim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah Teala hammeleri bizge ve her birleri bizge selametlik, tanışlık, iminlik nasip eylesin. Rahmetinden ve bereketinden taşlamasın. Dünya tırmışında da ahiret tırmışında da cennet eylesin. Dünya tırmışında da ahiret tırmışında da cehennem azabından, havuf kaderlerden, bela kazalardan Rabbim bizi saklasın. Сегодня меня попросили у вас преподавать очень важную тематику, очень важный предмет для каждого мусульманина, для каждого верующего. Это акида или вероубеждение. Акидой являются это те вещи, в которых, если человек их или отвергает, или сомневается в них, да, то, естественно, он выходит за рамки ислама. Мы должны это понимать. И нет такого состояния, у мусульманина нет такого состояния, когда он, будучи мусульманином, что частично выходит из ислама, частично заходит в ислам. Вот, чтобы такие сомнения в нас не вселялись, чтобы такие сомнения нас не вводили в заблуждение. Ученые, которые жили до нас, за сотни лет очень много трудов написали на эту тематику. И нам, естественно, важно стремиться узнать итоги их действий, итоги их труда. Ученые поделили на такие темы суть вероубеждения, суть акиды. Что сделали самым важным в этом деле? Это то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям нам завещал в виде слов веры, или в виде выражений веры, или в виде шахады. И это первый раздел, который так и называется калиматуль иман, слова веры. Что подразумевается под словами веры? Под словами веры подразумевается «Ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах». «Ла иляха илляллах» не нуждается в переводе, но мы переводим. Почему мы переводим? Потому что мы находим много ошибочных переводов этого выражения на русский язык. Самый распространенный вариант перевода «Ля иляха илляллах» это что? Это «нет Бога, кроме Бога». Так и пишут. До сих пор встречаются источники не в справленном состоянии. До сих пор в старых энциклопедиях по исламу, в старых энциклопедиях, где пишется об исламе, «Ля иляха илляллах» переводят грубо, неотесанно. «Нет Бога, кроме Бога» переводят. На самом деле,
Илях и Аллах здесь упоминается по-арабски. Илях это божество, можно перевести. Можно перевести как божество. Но вот слово Аллах, его лучше не переводить. Ведь масса имен людей, а также обожествляемых существ других религий, которые не переводятся. Допустим, Зевса не перевели. Зевс как был, так и на русском написали. Не перевели же на русский язык значение этого слова. И масса терминов, существ не перевели. А именно имя Аллаха решили перевести в слове Бог. Да, по смыслу близко. Если написать слово Бог с большой буквы, по смыслу близко. Но Господь как себя назвал, мы так и его приняли. Это вот дальше мы с вами будем обсуждать, почему мы не переводим имя Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому правильным будет не перевод «нет Бога, кроме Бога», а правильным будет перевод «нет божества, кроме Аллаха». Нет божества, кроме Аллаха. Таким образом, человек в своей ментальности, в своем состоянии внутреннем утверждает то, что Аллах Всевышний, Он только один в своей сути, которую Он знает только сам. Мы суть Аллаха не знаем. И об этом повествует Коран, когда Аллах Субхану ва Тааля от имени Иисуса, от имени Иса алейхиссалям прямо дает нам знать о том, что мы божественную сущность Аллаха Субхану ва Тааля не постигли, не постигаем и не постигнем. Вот. Мухаммад Расулуллах. Вот здесь Мухаммада, его имени смысл не стали переводить, потому что все-таки со стороны историков один из редких персонажей истории, которого историки не могут подвергнуть под сомнение. Всех персонажей в истории человечества у историков к ним отношение неоднозначное. Там кто-то опоздал, не может зайти, что ли, я не могу понять. У всех исторических персонажей там всегда у историков бывает минимум два мнения. Был ли он, не был ли он, даже на таком уровне. Такой персонаж был или не был. Почему? Потому что за долгие годы нашей многострадальной истории человечества катаклизмы, войны, геноциды и всякого рода эпидемии и пандемии уничтожили очень большой информационный пласт. Очень большой информационный пласт. Но Аллах Субханаху ва Тааля уредил так, что информация о Мухаммаде алейхиссалату вассалям сохранилась. Сохранилась по воле Аллаха Субханаху ва Тааля. И мы переводим, что Мухаммад – посланник Аллаха. Слово «расуль», некоторые люди переводят как посол, но они забывают, что в арабском языке у слова посол, в дипломатическом смысле этого слова, есть другое наименование, оно звучит по-другому, это сафир. Сафир – это посол.
А Расуль это тот, кого Господь послал для того, чтобы он именно исповедовал религию среди населения, объяснял религию среди населения и принес новые нормы, как нам это известно. Поэтому говорим «Ля иляха илlallah Мухаммад Расулуллах», ибо если бы был наби, пророк, то пророк приходит только, чтобы напомнить о бывшем послании, а Расуль более широкое понятие. Из-за того, что Расуль более широкое понятие, оно осталось именно в вероучении как слова, которые используем при обновлении нашего духовного состояния. То есть, говоря «Ля иляха илlallah Мухаммаду Расулуллах», человек в душе своей обновляет свое духовное состояние. Обновляет свое духовное состояние в лучшую сторону. Каждый повторенный нами, каждый сказанный нами «Ля иляха илlallah Мухаммаду Расулуллах» нас приближает к Аллаху Субханаху ва Тааля, нас приближает к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы, эти слова, они не зря названы калиматун тайибатун, то есть хорошие слова, благие слова. Калимату шахада, слова свидетельства, это именно те слова, которые человек использует для утверждения своего вероисповедания. Для утверждения. Шахада, это означает свидетельствование. Слова свидетельствования. Ашхаду, я свидетельствую. Алла иляха илlallah, что нет божества, кроме Аллаха. Ва ашхаду анна, а также свидетельствую, что анна Мухаммад абдуху ва расулюх. Перевод есть такой: абдуху, раб его, и посланник его переводит. Но абд это не совсем раб в корне русского языка. Абд это тот, кто поклоняется больше, чем служит, как раб. В русском языке раб это корень слова работать. И поклоняется у поклоняющегося у него другой корень. И поэтому, когда мы на русский переводим, мы должны иметь в виду поклонение, раб, в смысле поклонение Господу, а не быть рабом, как у нас в сознании это человек, у которого на руках, на ногах кандалы, и он ходит и работает на плантации. Ему убегать нельзя, его привязали к этой плантации вот в таком смысле. Это не в таком смысле. И многие, кто слово «раб» знают в его русской этимологии, в русском варианте понимания от слова «работать» за маленькую плату, да, или там за бесплатно, за одежду, за еду, они говорят: ислам мы не любим. Мы говорим: почему? В исламе культ рабства. Мы говорим: как это культ рабства? Ну вы же всегда говорите: раб Бога, раб Аллаха должен быть. Мы хотели бы пояснить, что абд это от слова именно поклоняться, а не быть рабом в физическом смысле этого слова, как вот мы себе представляем в русском языке. Поэтому разность понимания в русском и арабском языках, вот это мы должны
для себя иметь в виду. Потому что без этого никак. Без этого никак. Вот эти разности понимания, они становятся временами даже для человека, который искренне верит в Аллаха Всевышнего, искренне уважает Мухаммада, алейхиссалату вассалям, ему могут стать преградой к тому, чтобы намаз читать, уразу держать, поститься, да, если так можно выразить по-русски. Да? Поэтому мы и для себя должны понять, абд — это от слова поклонение. От слова поклонение, а не от слова работать. Амиль или там хадим — это вот именно слуга, амиль — работник, хадим — тот, кто служит, слуга. Вот эти термины, они больше подходят к слову раб, ближе к слову раб, нежели абд. Абд, он узко, в узком его понимании касается только поклонения. Вот это, пожалуйста, запомните. И когда вам приходится разъяснять эти моменты, и если вы услышите возмущение на слово раб, имейте в виду, на что возмущается абсолютно русскоязычный слушатель, который не знаком с другими языками. Вот это немаловажно. Следующим же пунктом является, что это слова, его переводят таухид, слова таухида. Таухид тоже переводят очень грубо единобожие. В слове таухид по-арабски нет слова Бог. И там это не един, слова един нет такого. Таухид это имеет два смысла. Один смысл — избавление от всех мешающих вещей и оставление одного только. Вот этот стакан, чтобы он был, например, стакан, вот это поле я должен полностью очистить, я убираю и книгу, и стакан убираю, только оставляю микрофон. Вахатту микрофон будет. То есть вахатту микрофон, то есть микрофон только остался. Все чисто стало. Да? И другой смысл таухид — это объединение всех вещей вокруг. Вахатту кулля шей. Инда микрофон будет. Около микрофона я объединил воедино, собрал все. Что касается Аллаха Всевышнего, мы этими словами Аллаха в своем сознании, не в его сути, а в нашем сознании, пытаемся именно к нему наше отношение очистить от причастия ко всему, что не подобает ему. Очистили от всего, что не подобает ему. А Аллаху подобает только это, то, что Он объединил в себе все божественные свойства, божественные качества только объединил. Все, что кроме этого, Аллаха не касается. Все недостатки, они Аллаха не касаются. Вот это, под словом таухид имейте в виду вот это. И мой совет, конечно, не переводить единобожие, как единобожие. Красиво звучит, прямо на ухо ложится, по интернету легко распространять, согласен. Но таухид это именно очистка нашего сознания от ложных представлений об Аллахе, субханаху ва тааля. Очистка
нашего сознания от ложных представлений Аллаха Субханаху ва Тааля. Для того, чтобы очистить свое сознание, без слов никак. Потому что слова, как бы мы это ни крутили, как бы мы это не хотели признать, слова влияют на сознание человека. Калимату таухид, слова таухида, мы должны их разобрать. До этого упомянутые слова это ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, ашхаду ан ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх. Эти два выражения, которые мы с вами изучили, на них далиль, если кто-то спрашивает, далилем является Коран, далилем является сунна пророка алейхиссалату вассалям, а также иджма всех суннитских ученых. Мы не берем во внимание людей, которые вышли за рамки сунны. Почему? Потому что мы сунниты. Поэтому мы берем только мнение ученых в этом вопросе, мнение суннитских ученых, в этом вопросе у суннитов нет никакого разногласия. У этих двух выражений ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах, ашхаду ан ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх, и что ля иляха илляллах это калиматун таyyибатун, и что калимату шахада именно ашхаду ан ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх, вот эти два выражения, у них доказательства и в Коране, и в Сунне есть. Проблем вообще с этим нет. И когда к нам приходит человек и говорит далиль, это в какой-то степени звучит нелепо. Почему? Потому что вероубеждение полностью опирается на что? Опирается на Коран, хадис, мутаватир, как выражается, то, что является сунной, да? И на единогласное мнение суннитских ученых. Потому что есть ученые других течений, у которых книги продаются, на арабском языке тоже можно покупать может человек. Есть среди, допустим, людей, кто написал тафсир, мухтазилиты есть, и другие течения тоже есть. Поэтому в акиде и в фикхе мы на них не опираемся. В аазе можем еще какой-нибудь оттуда ааз взять и поплакать, поразмышлять, сказать, субханаллах, он так красиво сказал. Но не должны забывать, что он не суннит. Не суннитский ученый. Вот это мы... Почему? Потому что именно единогласие только у суннитов есть в этих вопросах. Мы после пророка Мухаммада, алейхиссалям, то, что несомненно говорим, что не будет никаких пророков, а есть те, которые говорят, что вот тот после пророка Мухаммада пророк, тот там и другие представления у них есть. Поэтому мы их мнение не берем, только берем мнение ученых суннитов, их единогласие. Возвращаемся к таухиду. Что есть суть слов таухида? Калимат таухида. Начало знакомое. Ашхаду, я свидетельствую. Ан ла иляха илляллах, в переводе не нуждается. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха. И продолжение уже оно разъясняет суть, раскрывает. Вахдаху, он один. Он один. И это не в цифровом значении, а в сути своей. Суть, ту суть, которую Аллах Субхану ва Тааля обладает, такой сути ни у кого нет. Вот это вахдаху.
когда человек вот это говорит, это у нас во всех мусульманских молитвенниках, в книгах по дуа, этот дуа есть он. То есть он разбросан на 3-4 куска, бывает объединен в одно единое, да? В молитвенниках, в книгах по дуа, авторами, которые являются татары, в основном это объединено в единое вот это понятие. Почему? Потому что это очень важно. И когда человек говорит «Ашхаду ан ла иляха илляллах вахдаху», он имеет в виду суть Аллаха, его божественную суть. Таким образом, он направляет в свое сердце именно вот это представление о вероубеждении, именно эту часть, именно это понимание. Ла шарика лаху, нет у него компаньона. Шарик – компаньон. Сотоварищ, говорят, переводят. Распространено в интернете, шарик переводится товарищ. Товарищ. Товарищ вообще это татарское слово, поэтому именно шарик это когда оба, слово шарик это когда оба в одном деле имеют одинаковый статус. В божественных свойствах Аллаха Субханаху ва Та'аля никто не имеет никакого статуса, их там нет. Только Аллах Всевышний, обладатель абсолютного божественного свойства. Понимаете? Вот это важно нам. Это наши мозги прочищает, это наше сознание прочищает от всякого рода путей козни сатаны. Когда мы это понимаем, я не говорю представляем, потому что божественная суть Аллаха Субханаху ва Тааля представить невозможно. Это невозможно. А понимать, что Аллах действительно в своих божественных качествах Он полностью один, абсолютно один, это может человек. Это то, что является одним из факторов нашего духовного спасения в момент ухода из бренного мира в мир вечный. Продолжение этому, лягуль мульку, ему принадлежит мульк. Это царство переводят, но царство опять оно, у него этимология очень сложная, слово Цезарь, да? Поэтому мульк от глагола маляка ямлику. Мульк – это то, что является владением, то, что является собственностью. Все, что есть в абсолютном смысле этого слова, принадлежит Аллаху Субханаху ва Тааля. Все, что есть. Вот, все. А мы знаем все, мы не знаем все. Наши знания ограничены той информацией, которая к нам приходит о материальном мире. Убери с человека одну из двух категорий, он с ума сойдет. Убери категорию места, он с ума сойдет. Убери категорию времени, он с ума сойдет. Потому что время и место являются теми вещами, которые нам помогают узнавать что-либо. А Аллах вне времени, вне места, Он не нуждается ни во времени, ни в месте не нуждается, но Он в то же время является собственником всего. Вот это
лахуль мульку. Валахуль хамду. Его переводим как хвала обычно, да? Ему хвала переводится, переводит в основном, да? Все хвалебные качества, которые есть абсолютно, они также принадлежат только Ему изначально. И какие-либо хвалебные качества, чтобы у человека или у кого-то появились, это Аллах, смилостивившись, ему дарит маленький. Но абсолютные хвалебные качества, они принадлежат целиком Аллаху Субханаху ва Та'аля. И вот когда хвала говорим и проходим, мы не задумываемся. Мы не задумываемся об глубине этого вопроса. Еще какие свойства, еще какие действия закреплены в абсолютном смысле за Аллахом. Юхьи ва юмиту. Он оживляет и он умерщвляет. То есть, когда нам кто-то говорит, что он в состоянии кого-либо умертвить или кого-либо оживить, он противоречит вероубеждению. Тот человек, который идет на убийство, он не из тех, кто умерщвляет. Он убивает. Это разные вещи. Это разные вещи. Он не является умертвителем. Тот, кто делает мертвое живым, живое мертвым, только Аллах Всевышний. И когда говорят, а ангелы что? Ангелы слуги Аллаха Субханаху ва Та'аля, но Он в них не нуждается. Он в них не нуждается. Он по отношению к ним проявил свою благосклонность, но он в них не нуждается. Потому что ихья и имата, то есть оживление и умерщвление, только принадлежит Аллаху Субханаху ва Та'аля. Это мы должны помнить, знать. Это важно для нашей жизни и бытия. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Аллах, хайюн переводим касательно Аллаха, так обуславливая живой. Но Он живой не в понимании, которое мы представляем по отношению к созданиям. Мы все с вами условно живые. Что из себя человек составляет? Это тело, в которую вселена душа. Это мы называем жизнью, но это условно жизнь. Это условно жизнь. Откуда мы знаем, что это условно жизнь? Ибо, выходя душа из тела, не перестает быть живой. Согласны? Душа, выходя из тела, не перестает быть живой. И поэтому, что?
быть в теле для души не принципиально для того, чтобы являться в абсолютном смысле этого живой. А Аллах Субханаху ва Тааля сам лично, Он полностью, Он сам избавлен от всякого отношения к умиранию, если так можно перевести, ля ямут. Хайюн, он живой в абсолютном смысле этого слова. Мы его суть жизни никогда не познаем, но мы должны знать, что в абсолютном смысле этого слова Аллах, Он извечно живой, изначально и во веки веков живой. Ля ямут, не умрет, не умирает и не умрет. То есть ему не подобают такие качества. Это является одним из пунктов нашей веры. Одним из немаловажных пунктов нашей веры. Вот это все соответствует Корану. Это все приводится в Коране. В разных местах, но приводится. Это, вот эти слова, они все опираются на Коран. Биядихил хайру, в его руках переводит, да, на русский язык. Длань переводит, да. Но это условно. Это условное выражение. Мы признаем, что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране упоминает слово «ядун». Но мы, опять-таки, должны понимать, так как суть свойств Аллаха мы никогда не поймем, нами непостижимое, это нами непостижимо, то мы говорим это в условном смысле, то, что Аллаху принадлежит благо, яди хайру, но это выражение, оно опирается и на Коран, и на слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Биядихил хайру, ва хуа аля кулли шайин кадир. И Аллах на все вещи могущий. Или на исполнение всех вещей могущий, имеет могущество. Могущество Аллаха, Субханаху ва Тааля, оно безгранично. Оно безгранично. Оно настолько безгранично, что если мы туда приложим свой рассудок, наш рассудок или сломается, или мы потеряем веру сами. Но так как вера в Аллаха ценнее всего, что есть на земле, или как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, любил говорить, все, на что падает свет солнца, да? Мы, могущество Аллаха, безграничное могущество Аллаха, также принимаем, не прикладывая свои слабенько развитые мозги. Не прикладывая. Акида — это та сфера, где свои мозги прикладывать, если будешь, очень легко можешь обрести заблудшие представления по поводу таких высоких вещей, о которых мы с вами сейчас обсуждаем. Аллах Всевышний, Его могущество безгранично, и
используя эти слова, некоторые философы любили именно до мусульманам, так скажем, предъявлять претензии в этом вопросе. И они, самые среди философов, распространенные, это уловка, это может ли Аллах создать камень, который он не может поднять. Вот это выражение является доказательством того, что рассудок человека ограничен. Ограничен. И со своим ограниченным рассудком человек не в состоянии понять даже одно из качеств Аллаха Субханаху ва Тааля. Любое качество возьмите Аллаха Субханаху ва Тааля. Если вы туда начнете прикладывать свой рассудок, вы сузите понятие об Аллахе Субханаху ва Тааля. Мы когда слышим слово дар или дарующий, подарок, мы сразу что? У нас представление, это кто-то или в гости когда идет, или как, из того, что у человека отношения хорошие, он несет какой-то подарок. Да? Это наше бытовое представление. Но у Аллаха есть что? Качество вахаб. Это качество понять невозможно. Но переводит условно как дарующий или подарки раздающий. От слова хибатун, подарок. Или дар. С большой буквы дар. Да? Дарующий. Но я вам скажу, как это Аллах Субханаху ва Тааля это качество свое проявляет, мы не знаем. Каково оно, это качество при нем, мы не знаем, никогда не познаем. Потому что наше сознание сужено до пакетика с подарком. Сужено. Мы не можем шире этого представить. Это нормально для нашего сознания. Поэтому вероубеждение, если так можно перевести, да? Или акида, если без перевода правильнее будет с нашей стороны, да? Это те вещи, которые мы принимаем во имя своего духовного спасения в этом мире в судный день. Во имя своего спасения в этом мире и в судный день. Мы переходим к следующей части, немаловажной части. Я надеюсь, вы не устали. Надеюсь, для вас это полезно и интересно. Прежде чем перейти от слов таухида к следующей части, хотел бы сказать, что вот на те слова, которые использовались, как вот здесь, для описания вот этих важных моментов, на них доказательства есть в Коране. Доказательства есть в Коране на все. На слово ашхаду даже есть. Повеление Аллаха говорит ашхаду. Алла илляха илляллах, вахдаху ла шарика лах. На это тоже есть. И из Корана, без сомнения уже из Корана есть, из хадисов точно есть, альхамдулилля. И вот на все эти выражения, на все эти словосочетания, доказательства есть в Коране, само собой в хадисе. Само собой в хадисе. Поэтому мы не выпячиваем хадис над Кораном. Коран как объект нашего, как источник, извиняюсь, источник нашего вероубеждения нам на самом деле хватает. Калимат раддаль куфр. Слова опровержения неверия переводят куфр. Куфр в его филологическом значении это закапывание. Поэтому крестьянин, который работает на поле, из-за того, что он
семена на землю закапывает, его раньше называли тоже кафир. Семена на землю из-за того, что он закапывает, по-арабски он кафир называли. Но в вероубежденческом смысле этого слова куфр – это сокрытие, непризнание религиозных истин. Осознанное сокрытие. Человек, который не знает, он не в состоянии сокрыть. Который не знает, как можно скрыть то, что ты не знаешь. Ты живешь и не знаешь, что ты, допустим, болеешь. Ты это и не скрываешь. Просто ты не знаешь, что ты болеешь какой-либо болезнью. А как только узнал, у тебя появляются два варианта. Или это открыт, или ты это скрыть. Я в бытовом смысле вам привожу пример, чтобы вы смысл этого слова поняли. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля нам повелевает сперва знать, потом действовать. Фа'алям аннаху ла иляха илляллах вастагфир лизамбик. Знай, что нет божества, кроме Аллаха. Фа'алям аннаху ла иляха илляллах. Знай, что Он, то есть Аллах усиливает, что Он, нет божества, кроме Аллаха. Вастагфир лизамбик. И делай истигфар за свои грехи. Таким образом, у нас что? Есть огромная нужда в том, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля сохранил нашу веру в Него, веру в Аллаха Всевышнего. Поэтому слова отвержения куфра, слова защиты от куфра начинаются от слов Аллахумма. Переводят его грубо «О Аллах». В татарском языке полегче Аллахум. Без таштида просто переводят. Аллахум говорят. Да? Аллахумма – это обращение к Аллаху Субхану. Инни, поистине я, ауду бика, прибегаю к тебе, мин, прибегаю переводится, истиаза или ауду переводится как прибегаю, это условный перевод. Ищу защиты можно перевести, ищу укрытие можно перевести. Вот такие смыслы у слова ауз. Айн, вау, заль. Из этого глагола состоит ауду. Вот. Прибегаю к тебе. Мин ан ушрика бика шай'ан. От того, чтобы приписать тебе что-либо в сотоварищи переводим, но имеем в виду равенство кому-либо. Вот это важно. И это я осознаю. То есть осознанно изначальный человек, он, конечно, Аллаха признает, что Аллах Всевышний, Он один, что нет Ему равных, но Аллах и Его посланник Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нас научили чему? Тому, чтобы мы
все-таки к Аллаху прибегали от многобожия. Чтобы мы у Аллаха искали защиту от многобожия. И вахалияту, состояние, именно союз состояний, в который говорит об состоянии человека, ана аляму, я знаю. Вот. Неосознанное, человек неосознанно не впадает в многобожие. Тот человек, который не осознал существование Аллаха, к нему мы относимся как к человеку, у которого нет информации. Но когда до человека приходит достоверная информация об Аллахе и об его качествах и об его истинной сути, что нутро человека принимает это. Нутро человека принимает это. И с этого момента все его старые ритуалы, которые он совершал перед истуканом, они тщетны, они пустые. Даже если он около истукана будет головой биться, вера в Аллаха, понимание божественной сущности Аллаха, субханаху ва тааля, ему подсказывает, что это бесполезный труд. И это чудо. Это реально чудо. Явленное верующему от самого Аллаха, субханаху ва тааля. Почему я это говорю? Потому что есть люди, которые знают об существовании Аллаха, но они лишены главного. Они лишены возможности верить в Него, как это делают верующие. Это великая беда. Это очень сокрушительное состояние. Поэтому верующему человеку подобает в этом вопросе сильно-сильно благодарить Аллаха, благодарить, опять-таки слово такое условное, делать шукр Аллаху. Да? По-татарски, кстати, в татарском языке обошли этот вопрос. Аллаха шукр или Аллаха шукр говорим, да? Шукр Аллаху Всевышнему за то, что мы имеем возможность веровать в Него. Поэтому когда нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, да, довел вот эту информацию о том, что есть Аллах, о том, что его суть непостижима рассудком человека, о том, что вера в Него является спасителем нас в этом мире, спасителем нас в этом мире в судный день, он изрек такое выражение, то что он не боится за свою умму большого ширка. Под большим ширком, под большим многобожием, условно говоря, да, подразумевается идолопоклонничество. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, настолько доходчиво донес истину, которую
Господь вложил в его сердце, что он имел смелость это сказать. Это признанное его выражение, как там, сахих, да? Но он предостерег от малого ширка. И тут многие запутались. Почему запутались? Они подумали, что у этого малого ширка, что это одно и то же, кому-либо поклонение. Не так. Когда был спрошен, а что такое малый ширк, он сказал: показуха, рия. Для нашей уммы показуха является малым ширком. Но это не дает права ни одному мусульманину говорить о другом мусульманине, что он мушрик. Даже если тот согрешил и совершил поступок показушный. Аллах Субханаху ва Тааля облегчил нам жизнь. Многим. Облегчил нам жизнь, облегчив нам понимание. Ведь показухой является только те деяния, то есть надо бояться показухи только в тех деяниях, в которых есть поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля. Если человек, допустим, читает намаз и этим хвалится, да, его может посетить показуха. Но если он купил машину и этим хвалится, он хвастун, нет в этом показухи. Потому что в покупке машины для бытовых целей, обычно для того, чтобы ездить, нет элемента поклонения Аллаху Субханаху ва Тааля. Но если он купил машину для бытовых целей, а среди мусульман говорит, что он купил машину на пути Аллаха, чтобы поклоняться, да, это показуха. Потому что он купил машину для бытовых целей. Если он будет говорить: я для своих бытовых целей купил вот эту машину, она машина нравится мне, я рад этой машине, это не показуха. В религиозном смысле этого слова. Это не является даже малым ширком. Если человек что-либо совершает из бытовых вещей, и ему нравится эти вещи показывать людям, позиционировать при этих вещах, это не является показухой изначально. А то у нас всю жизнь человека сложили в кучу и сказали: все это показуха. Человек радостью поделился — показуха. Человек какие-либо вопросы свои раскрыл — он показуха. Где? Вы что? Только поклонение касается. Только поклонения. Не дайте войти показухе. Куда? Ну, мало ширк обсудим уж, да? Коль пророк сам, носитель пророчества, сказал, что он не боится за нашу умму, за большой ширк, за идолопоклонничество, про малый ширк обсудим. Не дайте войти показухе куда? В вашу веру. В вашу веру в Аллаха Субханаху ва Тааля. Не надо выпячивать так, что ай-яй-яй-яй-яй, за гранью добра и зла. Не дайте показухе войти в ваши намазы.
фарз мул, это обязательный намаз, это сонна, это нафиль. Все виды намаза, которые вы совершаете, не дайте туда войти показухе сами. Но других-то не надо осуждать, ходить. Не надо за другими искать ширк. Не надо за другими верующими мусульманами искать ширк. Ни в их имане, ни в их намазе. Это предостережение касается нас, а не нашими глазами других. Предостережение пророка касается нас самих, не нашими глазами других. Запомните это, пожалуйста. Не дайте войти показухе к своему уразе, посту. А то как бывает? Человек появляется в понедельник с утра. Главное, надо подчеркнуть, что он пост держит. Главное, это все. Что это нафиг? Все. В месяц Рамазан, конечно, если многие уразу держат, там трудно себе показать. Я ураза, альхамдулилля, тоже что? Вот это. Но я ищу сегодня вот это приходится говорить, да? Что-то дополнительно приходится говорить. Для того, чтобы совершить рия, представляете? Для того, чтобы совершить показуху. Не дайте зайти показухе в вашу уразу. Это означает, нужно соответствовать тому хадису кудси ас-сауму ли ва ана ажзи бихи. Пост целиком принадлежит мне, говорит устами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сам Господь. Ас-сауму ли ва ана ажзи бихи. И я даю вознаграждение за него. Поэтому не дайте войти показухи вашему посту, состоянию поста. Не надо рассказывать людям, как вы кушаете суху. Можно, как говорить, вопрос появляется, а как объяснить другим? Нужно говорить, как надо только, а не то, как мы сами. Понимаете? Я говорю, не является показухой, если вы скажете, что нужно прекратить до захода утреннего намаза, прекращать кушать сахар. А если вы скажете, я встаю на сахар и кушаю 7 фиников, как посланник Аллаха завещал, я совершаю сахар, я, прямо перед тем, как утренний намаз зайдет, я глоток воды пью, как это совершал посланник Аллаха, и жду азана, вот такие красивые, какая я красивая, вот. Это финиш показухи. Понимаете? Человек интересуется, вы объясняете. Если вы не знаете, не объясняете. А то про тахаджуд тоже, намаз вернуть, да, от поста к намазу. Я такой человек невыспанный. У тебя есть в душе, вопрос, не знаю, почему он невыспанный, но ты не задаешь из этики, говоришь, не будешь задавать вопрос. Но он сам через 15 минут разговора тебе расскажет, почему он невыспанный. Ведь он тахаджуд встал сегодня. Он тахаджуд намаз что? Он ночной намаз, он ночью встал, пробудился ото сна, и он пошел тахарат, взял холодной водой, и он холодной водой, потому что там сабаратуль вуду, есть такой, пророк сказал, если холодную воду приходится тахарат брать, что это очень великая награда за это, да? Но он это сделал тахаджуд намаз, и поэтому ему очень сильно спать охота, ведь он такой весь в своем рассвете перед тобой. Ну зачем это надо? Лучше этого не делать, выспаться, греха меньше будет, да? Показухи не будет. Касается наших намазов, фазов, суннатов, нафиль. Что суннат намаза, тоже вернусь, да. И в одно время было как? Всем известно, что, например, человек может прочитать
4 раката суннат перед или намазом. У нас же послеобеденный намаз это такой, лакмусовая бумага. Там человек может проявить себя как он приходит на намаз, все на намаз приходят, все. Но все скучно читают 4 раката. Азан прозвучал, 4 раката сунната, потом ждут фарза. Но если кто-то придет 2 раката, прочитает, у всех же вопрос появится. Почему? А он хадис нашел. Он хадис нашел, в котором посланник Аллаха 2 раката прочитал. Все. Но этот хадис ему надо реализовать где? Публично надо реализовать. Так, чтобы весь народ увидел и задался вопросом, почему я 4 прочитал, а мой, кто рядом со мной сидит, он 2 раката только прочитал. Потому что это фишка. Вот я сделал намаз свой, фишку. Это то, что, вот, например, человек удивился, спросить, уже у него вопрос появился, а ты что читаешь-то? Того человека понять можно. Он всю жизнь 4 раката читал, суннат, и тут кто-то, читает 2 раката. Я вам скажу, 2 раката можно только прочитать только в том случае, если звучит камат. Вот вы начали читать, и вы ушли в руку, в поясной поклон ушли, и камат начался. Вам нужно дочитывать только 2 раката, 4 не обязательно. Понимаете? Если вы стоите только, да? И камат прозвучал, вы не ушли на руку. Что? Вы идете читать фарз со всеми. Для того, чтобы не отличаться от остальных мусульман. Для того, чтобы не ввергать сомнения в души мусульман. Для того, чтобы не было в душе у остальных мусульман, почему он тормозит. Понимаете? Все встали, а он тормозит, стоит там. Только если вы начали, но руку еще не ушли, вы прерываете намаз, идете, встаете со всеми, фарз читаете. Вы суннат потом читаете со всеми вместе. И когда все ушли, тихонько находите уголок и там прочитываете сунну, которую начали. Почему? Потому что по ханафитскому мазхабу начатый нафиль намаз надо выполнять. По ханафитскому. По остальных мазхабах нет такого, у нас есть. По ханафитскому мазхабу нафиль намаз, нафиль ураза, начатый, если ты его прервал, надо его выполнить. Поэтому вы, когда все ушли, не так вот, а то как бывает, суннат 2 раката прочитали, вы тоже 2 раката прочитали, вы же 4 не прочитали в начале, тут же есть возможность показать себя, отличиться, так не надо. Надо со всеми суннат почитать, таспихи все сделать, со всеми салам алейкум, алейкум салям. И не дав возможность узнать другим, почему вы остались в мечети, пошли в укромный уголок нашей, то место, где никому не мешаете, и прочитали свои 4 раката сунната, которые вы начали. Понимаете? Вот это является наша полная защита. Это наша, так скажем, бытовая попытка защитить себя от всякого рода рия показухи. Всех. И когда мы читаем, и когда мы дочитываем 2 раката, первых 4 ракатов сунны, и когда мы прерываем свой суннат намаз, еще не уходившие на руку, это все мы делаем для того, чтобы соответствовать нормам религии, а не для того, чтобы себе показать, какие мы красивые, хорошие. Понимаете? Потому что так по религии предписано. Я тут вообще незначительная фигура. В религии так прописано. Все, если так прописано, я должен так выполнять. Конец. Всем рассуждений. Да? Мы с вами иман, намаз, уразу обсудили. Остался закят. Закят. Туда может рия войти? Может. Но удивитесь, как милость Аллаха велика. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям,
научил нашу умму платить обязательный закят открыто. Поэтому, когда человек закят отдает открыто и говорит, это мой закят, брат мусульманин, вот это деньги закят мой, это не является рия. Почему? Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, уже этому научил, как совершать обязательный закят. Но если в душе человек хочет, чтобы его закят видели другие, когда он дает, он говорит, вот, смотрите, это да, рия, показуха. Но он просто публично давать, это передача закята публично является именно в шариате приемлемым, законным. Садака напротив. Садака, когда даешь, напротив. Садака, какое там правило есть? 2 рук, да? То, что правая рука дает, левая рука должна что? Не видеть. Поэтому такая есть мода, когда человек деньги сжимает, он ворочает и в такой вот кулек собирает и в такой садака дает. То деньги надо разворачивать прямо. Вот. У садаки сунна скрывать, у закята сунна открыть. Почему? Потому что Аллах субханаху ва тааля в Коране упомянул закят. Упомянул закят, ва ату закат сказано. Аллах сказал, раздавайте или передавайте закят. Передавайте закят. Все устали? Нет, да, сделаем перемену. Перемена-то переменой. Ладно, я пункт тогда дойдем, и уйдем на перемену. А вы устали? Нет. Народ-то не хочет уставать. Народ не хочет уставать. Я буквально на 5 минут тогда прерву. Я с добрым этим. Давайте. С быстрее Да. предложили. И вот закят, хадж тоже. Что касается хаджа, это вообще великая проблема. Некоторым людям прямо у них прямо за язык тянет там какое-то существо. Вот я 7-й раз уже совершаю хадж. Говорит, любит некоторые. Я 8-й раз уже, я 10-й, я 20-й раз. Потом я служу рекордсмен, 30-й раз. Я, конечно, понимаю, откуда это пришло. Это пришло от того, что биографии некоторых ученых, когда пишут такую информацию. Эта информация пишется об ученых, и некоторые люди хотят приблизиться к этим рекордам. Там есть среди ученых разные рекордсмены по хаджу именно, по фарсу, по обязательному хаджу. Но вы должны одно понять, что когда человек совершил обязательный хадж, остальные хаджи являются нафиль, дополнительными. Ему являются дополнительными. Сколько бы он ни совершал хадж. Вот. Поэтому хадж совершать можно, слов нет. Дополнительный хадж тоже можно совершать. Но все-таки надо беречь все наши поклонения, в том числе хадж, потому что хадж еще он не только утомляет, он еще финансоемкий, по 200 тысяч рублей на ветер пускать тоже тяжеловато будет судный день, да? Судный день, представляете? Аллах не принял. 200 тысяч просто впустую ушли, в трубу ушли. Чтобы такого не было, что хадж свой надо тоже беречь. Хадж свой надо беречь. То, что ученые совершили хадж столько-то раз, они об этом не говорили, но как-то же их ученики узнали. Как-то же их ученики узнали. Как-то же их биографию изучавшие специалисты узнали о том, как и сколько раз совершили эти ученые хадж.
Я вас хочу успокоить. В современном мире, в мире нашпигованном регистрациями, этими переходами границ, то, сколько вы хаджи совершили, ваши потомки узнают точно. Смогут узнать точно. Запрос подадут, сколько раз вы выезжали на хадж, им дадут справку. Если вы об этом печетесь, чтобы ваши потомки знали, сколько хадж совершили. Но главным является, и у хаджа тоже, да, что? Это учет судного дня. В судный день, если хадж наш будет принят Аллахом Субхану ва Тааля, это великое благо. Если Аллах Субхану ва Тааля из-за того, что мы показухой совершали, наши намазы не примет, наши закяты не примет, наши хаджи не примет, наши уразу не примет, Аллах иман не примет, да? Нашу веру не примет. Это же будет великая трагедия, согласны со мной? Это великая трагедия будет. Поэтому, почему я эти 5 фарзов упомянул? Потому что они являются фарз айн, обязательным фарзом. Фарз кифая. Если даже Аллах не примет, нас Аллах Субхану примет милость свою. Допустим, ты в джиназа намазе участвовал, но тебя Аллах не принял. У джамаата принял, у тебя не принял. Ну ладно, ничего не поделаешь. Ну, ты не удостоился этого. Ничего не поделаешь. Но этого нельзя допускать, надо просить у Аллаха Субхану, чтобы он принял даже фарз кифая. Понимаете? Вот это мы должны помнить. Рия, показуха, я хочу вот именно эту часть тоже завершить этим, что показуха касается только поклонения. Любовь человека к красивой одежде не является показухой. Одеяние человеком красивой одежды, это, конечно, женщинам понравится сильно, да? Одеяние человеком красивой одежды не является показухой. Если это сделано с умом, пройдены все, проконсультировался с грамотными людьми и не противоречит религиозным нормам. Спасибо за внимание. Я не ухожу, я просто... И вам